Наталья Викторовна, спасибо огромное за то, что вы здесь. Значит, мы планировали эту беседу, в принципе, довольно давно, но мне хотелось бы сегодня начать с инцидента, который произошел с утра. Молодежное движение. Значит, имеем ли мы право высказывать свое мнение? Вот как вы к этому вопросу относитесь? Сегодняшнее утро у меня началось как раз-таки с того, что я прочла информацию о том, что детей, для меня это дети, молодежь, наша молодежь, абхазскую молодежь задержали на предмет того, что они высказываются, у них есть свое собственное мнение, у них есть свое видение, у них есть свое отношение к тому, что происходит в нашей стране. Для меня вообще, честно говоря, это явилось, но удивление, это очень красиво сказать, меня как жителя Абхазии, как гражданина Абхазии, как бывшего депутата, как человека, просто как мать возмущает, что детей сегодня, оказывается, задержали для того, чтобы провести беседу или что-то им предъявить. Послушайте, я хочу сказать следующее. Даже в бытность Советского Союза нас всегда учили высказывать свое собственное мнение. И когда мы о чем-то говорим, нарушается право на выражение собственных мыслей, на право возможности выразить свое собственное мнение. И это всегда порицалось. А сегодня что у нас? Оказывается, нашей молодежи, которую мы же и учим, которой мы даем образование, которые стараемся определить в очень престижные вузы. И когда они начинают высказывать свое собственное мнение, неугодное руководству страны, их надо, оказывается, задержать. Да? Это называется инакомыслие. То есть они не мыслят так, как мыслит наше руководство. И за это что мы должны с ними сделать? Для меня это парадоксы. Я хотела бы еще раз просто обратиться к министру внутренних дел, к руководству страны и предостеречь от таких шагов. Я поддерживаю нашу молодежь в том, что сегодня они смогли и могут, и хотят высказывать свою точку зрения. И я хочу сказать, что пусть они не думают, что они одни. Вот я, например, считаю, что в основном основная такая трезвомыслящая часть нашего населения и, я думаю, весь народ, который более-менее нормально мыслит, поддерживает нашу молодежь. Это точно. Это не то, что там высказывания некоторых в Фейсбуке какие-то статьи пишут, это смешно. Пусть не позорятся. Вы понимаете, наша молодежь, которую я рада, что мы так вот воспитали, и у нас есть такие дети, с точки зрения национального духа, национального патриотизма, с чувством собственного национального достоинства, готовы выступать. Я только за и только за них, а министру внутренних дел надо уже прекращать гоняться, охотиться за своими. Просто пусть занимаются своим прямым, непосредственным делом. Пусть не проверяют наших детей на их патриотических высказываниях, чтобы проводить какие-то экспертизы. Вот пусть у нас есть комиссия по нравственности, пусть создадут, как надо себя вести руководству страны. Пусть озадачатся этим. Вот мое им пожелание.